приходит ко мне в кабинет, я смотрю на человека, сразу вижу ауру, и по ауре можно определить, какой позвоночник у него поврежден. И сразу я ложу его, вправляю этот позвоночник, человек выздоравливает. И плюс аура начинает хорошо работать, энергия появляется. И у человека аура расширяется. И как появляется эта аура? По моему видению. Я вижу, когда сердце человека работает, сердце человека это гейс. Человек тоже как электростанция. Сердце работает, крутит кровь. Кровь это та же вода. Крутит кровь, появляется энергия. Чакры берут энергию, дают человеку живую энергию. И вокруг человека образуется живая энергия. Это же называется аура. Здесь есть 7 цветов. Каждый видит по-разному цветы. Есть 6 слоев. Каждый целитель, если видит ауру и чакру, может хорошо поработать, потому что когда вправляешь позвоночник, аура начинает выздоравливать. Ну, человек начинает выздоравливать. Но когда позвоночник смешается или смешаются нервы, она дает причину на другие органы, начинают другие органы болеть. Вот другие органы я не могу лечить, но другие целители могут лечить печень, другие. Каждый занимается своим делом. Если есть целители, которые работают с внутренними органами, мы можем сработать. И если кто видит ауру или чакру, мы можем вот это все смотреть и видеть, и быстро можно дать здоровье человеку. Мы работаем ради человека, ради их здоровья, а не ради денег. Потому что я работаю в Таджикистане, я никогда о денег не думал, даже не думал о прибыли, оно само ко мне пришло. Само ко мне пришло, и у меня в Таджикистане 7-8 поликлиники, больницы, санатории, которые вот я начал потихонечку собирать и строить. О деньгах я вообще не думал, что я должен заработать деньги. Они сами приходили, и люди выздоравливали. А у кого я видел, что болит печень, другие органы, эти я отправляю к другим врачам. Потому что то, что я не умел, я не лезу. Я лезу то, что я умею. Если есть люди, человек, я сказал, человек с большой буквы, который есть все это видеть, понимает, вот давайте дружить и помогать друг другу. Спасибо вам всем за понимание.